Более 400 студентов собрал региональный фестиваль студенческой весны в Якутии. В этом году он приурочен к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Символично, что фестиваль в Якутии проводится именно в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. Подробнее о мероприятии расскажет моя коллега Марфирина Алексеева. Позади остались многочисленные репетиции, бессонные ночи, кропотливая работа над костюмами. Фестиваль собрал самых ярких, креативных и активных представителей студенчества. Студенческая весна по праву считается самым главным творческим событием среди учащихся профессиональных образовательных организаций, к которому студенты готовятся основательно. Качество выступлений не уступает даже профессионалам. Соревнования действительно тяжелые, да, соперники, я смотрю, очень перспективные, не хотят там сдаваться, то есть, да. Видимо, у кого-то тоже есть мотивация, как помимо у нас, но думаю, наш коллектив тоже непростой. Наш танец тоже не пальцем деланный, как говорится, да. Думаю, хотя бы второе, третье место мы точно займем. У нас коллектив называется Эдерсас Огоренкюте. То есть, ну как сказать, якутские узоры представляем сами себя. Вот у нас коллектив из 12 человек состоит. Помимо танцевального направления, конкурс проводится еще по 8 сферам. Это медиа, видео, арт, мода, вокал, оригинальный жанр, театральное искусство и инструментал. Наша группа называется 60-1. Недавно мы выступили с песней «Ла-ла да псы». У нас адрес общежития Петра Алексеева 60-1, поэтому мы собрались именно в общежитии, поэтому вот решили называться как 60-1. Сначала было волнение, потом уже резкое повышение адреналина, радость. А так, другие конкурсанты вообще тоже хорошие. Поют тоже хорошо, играют тоже хорошо. С каждым годом число участников стремительно увеличивается. В этом году в Якутск приехали студенты из 26 районов республики. Они представляют 28 профессиональных образовательных организаций. По итогам фестиваля 50 лауреатов и победителей станут участниками национальных финалов фестиваля «Российская студенческая весна» в Саратове и Ставрополе, которые пройдут в июне текущего года. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Сегодня на базе Соснового Бора проходят уже 6-е республиканские соревнования народов Севера, игры детей Арктики, в которых участие принимают сборные команды школьников из 7 районов, где традиционно проживают коренные малочисленные народы Севера. В программе прыжки через нарты, нуори, метание аркана, венкийский футбол, бег на широких лыжах, национальные настольные игры хабылык и хамыска. Ну а вчера состоялось официальное открытие игры. А сегодня дети уже соревнуются в метании аркана, в нуори и в прыжках через нарты. Напомню, впервые идея проведения игр детей Арктики возникла в Оленёкской школе в 2012 году.